Покровский тракт после поста ГАИ. Какую хорошую дорогу сделали. До весны или до Нового года. Вот сейчас большие грузы разболотят ее. Ну, они, наверное, рассчитывали на большие грузы. Антон говорит, интересно, где она закончится. Сейчас посмотрим, где закончится. Тротуары сделали, по всей видимости, для велосипедистов Самокатчиков. и самокатчиков. Потому что я сомневаюсь, что здесь люди ходят. Хотя бегуны, может быть, какие-нибудь утренние. Ну вот и все. А дальше пока что делают. Здесь детские лагеря, Радуга. И где-то еще энергетик должен быть. Не помню, где он. Слушай, такая широкая дорога-то, наконец-то. Просто сейчас очень много народу ездит отдыхать в те края. Иланка, Бугуняхтах, как ее там, Табага. А? ТБГ. Табага. Поэтому здесь необходима дорога. Там высшая школа музыки. Станция Орбита. Прям до Владимировки, что ли, сделали дорогу? С тобой как не местный. Ну вот снимаю как раз для тех, кто уехал из Якутска и не видел всей этой красоты. Привыкли тут по разбитой дороге ездить. Вот прям радует. Тебя радует? Да я туда не часто езжу, мне вообще. Но все равно. Часто, не часто, Все. но бывает. Кончилось лопа. Все, что ли? Конечно. Продлевать будем? Будем. Продлеваем. Оплачивать. Оплачиваем. Не, ну не все сразу. Считай, сколько они, 2 года делали этот кусок? 2 лета. Зимой у нас невозможно делать дороги. Сыпят. Все, заскакали. Но это Владимировка. Там, как всегда, бабульки продают чего-то. Обычно грибы. А нынче банки да кабачки. Возле Техтюра тоже делают дорогу. Только хотелось бы, чтобы они ее пошире сделали. Они просто кладут новое полотно. Кусочек Покровска вам покажу. Перезвонил на Радому, что 300 хотят отдать. Ты отказался. Рядышком. 20 минут ехать. Такие машины у них раритетные. Петровна кого-то ждет, стоит. Матвеевна. Ивановну. Матвеевна. Матвеевна. Ну. Матвеевна. Светофор у них тут даже есть. А як же? Ты хотела. Наша река Лена.
сожалению, не сюда. Нет. Блин, вот ты обломила. А в Максоголохе осень. Потому что тут очень много тополей. Или осинок. Наша осинка тоже желтая. От осинки не родятся апельсинки. Ой. Вот такая вот дорожка. Короче, приехали мы в эту дебильную нараду. Позвонили в ресторан заранее. Забронировали столик. Заходим на ресепшн сюда. Нам говорят: у нас сегодня в парк вход 300 рублей со взрослого человека. В смысле, мы приехали поужинать в ресторан. Мы не собираемся гулять по вашему парку. У нас сегодня вход 300 рублей. Окей, пошли вы нахер со своим входом. Из принципа не будем здесь ужинать. Мало того, что такие цены конские, блин. Дороги нет. Еще и 300 рублей вход. Ребята, вы охерели. Вот такая вот дорога к этой нараде. Просто мы здесь были в апреле. Компанией арендовали домик. Арендовали его заранее, забронировали. И цена была, ну так, относительно сносная. Позже уже там цены конские стали. Ну и там тоже были косяки немножко. С утра должны были принести нам 8 завтраков, а принесли что-то там. Что-то не донесли, чай не донесли, еще что-то не донесли. А потом еще за чай требовали деньги. Короче, я уже точно не помню, что там было. Но что-то было. И сейчас... Ну, просто, ребят, реально из принципа, почему я должна платить 300 рублей. В общем-то, мы специально сюда не ехали, мы просто по пути позвонили и забронировали столик. Мы решили поужинать в ресторане Country Steak на Чернышевского. Это где магазин Гурме. Ужинать вот в таком ресторанчике. Здесь всякие десерты, бар, стейки. Сейчас скажу, на какую сумму мы заказали. Кухня. Все на виду, все чистенько, красивенько. За вход никто не требует деньги. Здесь готовят пиццу. Смотрите, какая красота. Кстати, есть банкетный зал. Он небольшой, но очень симпатичный. Вот мы получили уже салаты. А какой салат? С морепродуктами. Вспышку выключи. Это горячая северная рыба со шпинатом, в чем-то там сливочном соусе и стейк.